уходил в 7 утра, приходил в 11 ночи. Так, по воспоминаниям Рустама Хайбуллина, работал его отец, академик Ильдус Хайбуллин. Физик основал Казанскую школу ионной имплантации и был главным ученым-секретарем Академии наук Татарстана. Ильдус Хайбуллин открыл явление лазерный отжиг – технологию для производства микроэлектроники. Лазерный отжиг. Что это такое простое? Вы берете лазер и шлепаете лазерным лучом по кремниевой пластинке, куда до этого была внедрена какая-то примесь. И бац, и вы получаете микросхему, работающую микросхему. Поскольку это было очень дешево, очень быстро, до лазерного отжига обычно использовали тепловой отжиг стационарный. Отметить достижения прошлого и обсудить технологии современности в Казань приехали около 100 ученых-физиков из разных регионов страны. Как отмечают, ионная имплантация, то есть технология создания полупроводниковых приборов, сейчас обретает большую актуальность. В России стоит задача импортозамещения в сфере микроэлектроники. Конференция, она, значит, есть такое место обмена мнениями, кто что сделал нового, и это очень полезно, как, во-первых, налаживается какая-то кооперация между участниками, да? Потом обсуждаются новые идеи и рождаются, вот, как сейчас принято слово, коллаборации, то есть коллективы, несколько коллективов, которые выполняют часто междисциплинарные исследования, и это позволяет очень сильно продвинуться. Как отмечают участники конференции, для импортозамещения электроники фундаментальные исследования особо не требуются. Достаточно использовать существующие технологии и расширять действующее производство чипов. На базе того, что есть, нужно развивать новые, потому что то, что есть, работает хорошо. Это производство в Зеленограде. Они там работают не все, но те, которые работают хорошо и делают достойные продукты. Производство в Воронеже, Воронеж Синеет, отечественные аналоги импортных микросхем и не только импортных. Ну, в основном это все. Если бы у нас были еще какие-то центры, у нас было бы действительно больше выбора, больше номенклатура производств, так было бы лучше. В это нужно вкладываться. Конференция в Казани будет идти 3 дня. Свои идеи и наработки ученые представят на тематических секциях. Дмитрий Айрин, Ленар Хузяхметов, ТНВ, Казань.